Alright. Привет, народ. Здорово, мужики! В 19 году. Прическа нормальная, голос нормальный, вид 2019, первый эфир. Ну что, праздник, как и праздники, любой праздник хороший. Нельзя сказать, что Новый год бывает плохим. Красиво. Ну что, мужики, дождались? Сколько лет, сколько зим. Да, время летит неумолимо. Особенно, когда тебе больше 40. Ну чё, сегодня я заковал моего любимого, уважаемого, моего личного, как надо сказать, мандара. Почему мандара? Его зовут Данилов Яков Павлович. Он мой учитель. Да, я у него кую. Вот. Так что никаких там секретов нету. Пока кузню себе не построил. В этом году построю. Если ничто не помешает. Вот. А так. Ну, уже. Да. Сколько осталось? Сегодня еще осталось, ребята. На розыгрыше мало билетов. Совсем. Совсем мало. Даже 100 рублей народа нет, наверное. Думается мне. Ножи, как и обещал, будут. Из Эммакса. Вот. Ножички будут. Уже на следующей. Или... Ну вот. Ближе к 20-му сделаю. Накую. Сделаю. Проведем лотик. Вот. Но я тут чуток поработаю. А вы спрашиваете. Отвечу. Ну, чё, как и обещал, 3-4 почта работала, я отправил ножички. Вот. Сейчас могу сказать, сколько еще осталось отправить. Так, если есть казахстанцы, привет. Под номером 8858 из города Астаны заказал один нож кожаным, второй нож хвост. Заказал, вроде сказал, что оплачивает, и уважаемый исчез. А там еще просьба была на рукояти инициалы там пробурить и так далее. Что-то исчез, дорогой. Извиняюсь, забыл имя, не написано тут. Так что повторю 4 последних номера: 8858. Отзовитесь. Так, еще. Хвост светлым, хвост темным.
близняшки будут еще в этом месяце. Хвостик, кожа, да, и так далее. Эти заказы к концу прошлого года прибыли. Вот. Тех и я сегодня отковал. Сутки на термичку. Привет. Сутки на термичку. Обработочка. Ну вот, в конце недели уже, думаю, закончу. Людям отправлю. Долгожданные и желанные ножики. Так. И еще есть 2 заказа БТИ. Один мой очень хороший, надо сказать, знакомый отправил мне металлы. Металл из Магадана. Клапаны этого, корабельские клапаны. Желаю, когда в Москву на выставку. В конце марта на выставку поеду на Клинок. Без проблем в Москву. Ну вот, Александр его зовут. Вот, и попросил сделать батарею и с клапаном. Сразу могу сказать, с уверенностью могу сказать, ржаветь не будет, но требованиям моим ответить ли этот клапан? Вот в чем вопрос. Саша, если ты видишь это, ну, посмотришь. Еще заказик тоже из Магадана, если не ошибаюсь, Серега. Он уже давно заказывает, с прошлого года. Вот. И я специально для тебя, дорогой, с гордостью заявляю, кто ищет, тот найдет. Специальный метальчик, ножевой металл, инструментальный, нержавеющий. Да, в простонародье D2. Аналог хашки. Не просто D2, а германская. Заморская. Ну, сколько? Примерно вот такой. Потяну, не потяну. 95, 18. Ну, куда он денется? Получится? По идее. Почему он не должен получаться? То получится, по идее. Ну, понимаете, и я немало, как говорится, сделал бы ты. Вот. И, на мой взгляд, обыкновенная углеродистая сталь вообще крутой. Ну, для красоты, конечно, он будет темнеть там, но по экстремальным, по резу, по рубке вообще без проблем. Но 95-18 только что сказали, сами знаете, крошится, правильно? Но будете там бочку долбить, бабушкины зубы получите или нет. Зависит, конечно, от геометрии клинка и так далее, но лично мое мнение, пока 95-й, 18-й не испробовал делать. Ну, коли хотите, отправьте металлчик, попробуем, испытаем. Главное, чтобы металл был не тонким, но хоть круглым. Имеется в виду, как палец или так далее. Вот спичка, вот такой примерно диаметр. Получается 3,5 на 3,5 квадратик. Вот, а длина давайте отправляйте, коли отправляете. Длина давайте 50 сантиметров. Я там затяну. Вот. Насчет термички такого большого
печи нету, но старые технологии сделаем. Что там клапан? Да. Ну, не знаю. Отрицать не могу. Я человек прямой и простой, если убедились. Вот. Пока не попробовал, пока не ощущал от А до Я, не могу ничего не сказать. Вот. А так, чисто по опыту, чисто по не только теории, а по практике. Но для Сереги я делаю исключение. Сделаю исключение. Так, у нас сколько? 8 часиков-то. На термичку опаздываю. Так что активнее покупаем билетики. Ну, если хотите, ножик за 100 рублей. Ну и так таковой, если мало будет билетов, то на данный момент, по-моему, 13 участников у меня всего. Как тот раз был 153, по-моему. Всего 13. Шансы большие. Вот. Тогда уже будет один ножик. Один. Вот. Посмотрю, почитаю, что там. Если народу мало, зачем мне, как говорится, в убыток работать? Вот. Лучше на аукцион поставлю. Пацанов порадую. Не правда ли? Вот. Кстати, к слову скажу, та семья, которой мы помогли, уже купили билеты. Вот. Туда и обратно. Привет. Вот. Купили билеты, поблагодарили, поздравили с Новым годом и Рождеством, которое вчера, по-моему, было. Вот. Так что после этого я решил в своих контактах покопался, и те, которые в WhatsApp, решил поздравить с Рождеством. Вот. Из них, я не знаю, сколько там было, многие откликнулись, взаимно и так далее, и так далее. Многие там ГИС, там движущие фото, видео отправляли. Из них только 2 человека ответили «Сахалы-махалы, господин Тугуй». Ну, фотография там была. Что такое Рождество там? Такие мужчины стоят. Только 2. Не буду говорить, кто они. Хахалабба. Добрый вечер, добрый. Вот, так что насчет лота спешить надо вам участвовать в шансе и реванш. Вот. В феврале то же самое будет. В феврале тоже лот будет. Ну, маленький, не маленький, е-мое. Что там? Как будет видео про заточку? Правка. Ша покажу. У вас в контактах, но не поздравил. Поздравляю. С опозданием хоть.
Так. Вот так вот. Пока такие новости у меня. Так. Ну, уже как бы январь, середина уже января. Сегодня вот на группе прозвучал вопрос про выставку Дархан. Вот. В рабочие дни будут точные даты, место, положение. Так что ждем рабочего дня, по идее. Вот, а про это пока ничего не могу сказать. Ну чё, мужики, коли кто желает приобрести ножик, заказывайте. Эта партия через дней так 10, максимум 11 закончу, отправлю. А дальше уже, как говорится, пока нет заказов. Вот, так что заказывайте. И я сказал в прошлом году, в конце прошлого года, что буду испытать один металл, чье название в секрете. Честно скажу, потыкал. Так, потыкал я его, потыкал. Но некоторым превосходит Эльмакс, некоторым да. Ну, то же самое, есть и минусы. В том плане, что насчет гибкости, более он такой грубый, жесткий, а по резу сумасшедший. Вот. И ну, еще надо испытать, пока только первые тесты. Потом уже окончательно убедившись, я уже расскажу, покажу, продемонстрирую, чудо как. А так, сейчас в наличии у меня немножечко-то одна левша есть, и все распродал. Так, когда-то было 6, а во время выходных раскупали. Ой, мой рабочий ножик. Года 4 назад сделал. Бедный мой рабочий малышок. Почему такой угол? Чтоб центр был прямой, ударопрочным, колоть лед. Так, как точить? До Нового года приобрела именно забыл имя, прекрасная половина своему мужу. И она сразу же попросила, как точить. Вот. Специально для них, кто не знает, как точить, подправить. Вот дол, правильно? А вот тыльная сторона, правильно? Правильно? Вот. У меня алмазный надфиль. В данном случае 1000 грит. Соседняя. China. Вот. Там, где тыльная сторона, сочетанием угла желаемого. Ну, не такой грубый, правильно? Где-то в пределах такого там, как удобно. Правильно? Комок нервов. Не обращаем. Ну, амортизатор. Так, ну вот, тыльная сторона. Идем.
Раз, два, три, четыре, пять. Не обязательно вниз. Можно и так. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вот. После этого должны вот тут ощущать. Ну, тут у меня пострадало немножко. Но я примеры показываю. Ощущать. Там, где дол, лицевая сторона. Вот. Если не ощущается тут, дальше. Вот. И после этого тоже где-то вот таким углом можете и по прямой. Поправляете один раз. Все. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Понятно? Понятно. Ишь какой, ишь какой. Сразу встал. Вот так вот. Ну а так, что сказать. 3-4 правил ножики, как и обещал. Некоторые получают, некоторые будут получать еще. Вот, а пока неизвестна судьба второго ножа. По-моему, 24-е. Даяна мне написала, та, которая выиграла второй нож, второй лот. Не, первый лот даже, ага, первый лот. И написала, что она зависла в Якутске. Но я-то оправил уже давно. Но зависала тут в Якутске. Не знаю почему, в чем причина, я тоже не знаю. Тут поспрашивал, все говорят так, угу. Так и говорят, почему-то там зависает всегда, спрашивает. Не знаю. Если они получили бы, сказали бы мне, на днях наверняка получат. Вот. И мы увидим, узнаем, что-то у них. Билеты на благое дело. Да, на благое дело. Да, у Мурки долго посылка идет. Не знаю, где купить такой брусок. Алиэкспресс. Еще вопросики есть? Ой. Что-то я отключил. Не отключил. Ой. Ой. Скрыть все сообщения. Ой. Угу. Ну вот. Так. Что еще-то я хотел сказать. Но перед тем, как точить, надо убедиться, что она тупая. Космодром, не знаю, не помню, вернее. Надо? Ну, почему спрашиваю? Потому что наше население, я имею в виду Якутию, привыкло сталям, да, привыкла сталям углеродным, Г-65. И эта привычка шла очень много-много лет. Мой отец, мой дед, как говорится, такой сталью работали и будут работать. И их делает очень много мастеров тут. Это не вопрос. Вот. И я это заметил при разделке туши машинально. Сразу 3 человека стали точить совершенно новые ножи. Я знаю их авторских работ, я знаю, кто сделал, я знаю, какой уровень у этих мастеров. И они сразу
при сделке что-то зацепился. Дай свой нож. И стали поправлять. Грубо так. О, идет. А я им говорю: мужики, что делаете? Они говорят: а что? Так надо? Не идет? А я спросил: почем купили? Говорят: 7. А мне подарила жена 5. А твой 1,5. Ну, красавцы, молодцы. И опять где-то в районе нижней части идут, подходили. Ну, кожу обдирай просто. И опять: давай, дай сюда еще ножик. Я еще раз говорю: вы же убили лезвие. Не надо так поправлять. Вы уже уничтожили. А у них там брусочек какой-то. И там грубость 60. 40. С одной стороны 40, с другой стороны 60. Вообще уничтожили маленькую такую хрупкую кромку лезвия. Нету их уже. То есть она изначально была вот такой, красивой, чистенькой. А из-за того, что там застревало слишком много жира и так далее, она стала вот таким. И они решили их не убрать, а решили совсем убрать. Их нету, жира нету, ничего. Все гладенько. А лезвие стало вот таким. Где еще кромка? Ну вот, сами уничтожали собственный нож. Я им говорю: не надо так делать. Почистите просто, я не знаю, руками, просто здесь, где-то там на ногах, валенках. Почистите лезвие и все. Зачем уничтожать? Зачем тащить таким образом? Бруском грубым. Они говорят: так привыкли, тогда только идет. Ну, придется многому им учиться. Но не будут они учиться. Не будут. Почему? Потому что они такими и будут, останутся. Мнение их не будет меняться. Лучший ножик. Но это уже их проблема. Так, и сегодня, по-моему, утром, или вчера вечером, сегодня утром, один мой клиент отправил ножик, фото. Ну вот, ножик, хашка, бабушкины зубы. Точу, не могу. Все равно садится. Давай отправляй, по гарантии сделаем. Нет, у вас не получится, говорит. Почему, говорю? Все равно садится. Сам металл такой. Привет. Сам металл такой, говорит. Я же говорю, я расстался этой Сарой. Вот. Я перешел на порошковые, на Эльмакс. Вот. Ну, давай поменяю сталь, говорю. Поменяю сам клинок на Эльмакс. Вот. За дополнительные деньги, естественно. Он говорит, сначала как-то ахнул, ну, если возможно, ну, потом решил. Нет. Некогда там на почту ходить, говорит. Другой друг. Ну вот. В конце концов, мои услуги вы приобретаете ножик от 17 тысяч. От 17, да. Вот. И получаете при этом пожизненную гарантию. Пожизненную. Правильно? Правильно. То есть у вас, если вы не можете сами точить, поправлять, или уже переточили как-то не так, не как первый раз, просто отправляете, и я вам с помощью гарантии пожизненной делаю как новенькую. Вот. Таким образом вы получаете всегда новый
нож. Понимаете? Такую гарантию никто не дает. А я даю. Никто не дает такую гарантию пожизненную. Ни одна фирма, ни один, я не знаю, компания, никто не дает такую гарантию. 5 лет там, я не знаю, год, 6 месяцев. А пожизненно никто. Ну вот. Если этот другой друг слышит или видит меня, пересмотри свое решение. Таким ножом вам ходить. Да, я не отказываюсь, чего делают многие. Не буду тыкать. Немало их. Вы купили, и через 14 дней ваше самое не имеет значения, откуда вы купили, у кого. У меня не так. У меня все по гарантии. Что поправить, поправлю. Рукоять, рукоять. Ножны, ножны. Сам клинок, клинок. Уважаемые зрители, вы покупаете телефон, в следующем году меняете телефон. Правильно? И ваш старый телефон идет вашим детям и так далее, и так далее. А в следующем году выходит iPhone какой-то, какой-то, понимаете? Выходит. Вот. А гарантии есть у них? Пожизненная. И у каждого наверняка не меньше 17-тысячный телефон. Это уж точно кредит, не кредит, но все-таки телефон, к сожалению, в наши дни дорого стоит, чем нож. Это есть. Такое есть, да. Вот и... Ну, не понимаю. Для чего телефон? Позвонить, используя на природе карту, правильно? Зажечь огонь нельзя, невозможно, правильно? Ну, находить в лесу GPS там и так далее, это хорошая вещь, да, несомненно. Давай руби там, порежь там, хлебушек, колбасу. Давай на видео сними. Бесценные кадры, бесценные кадры. Ну, оно что получается за 17 рубликов каких-то уже пожизненной гарантии, если у него есть, то за 17 рублей вечный новый нож. Почему бы и нет? Не понимаю, почему бы и нет. Я сегодня утречком завтракаю с женой, и я ее спрашиваю: дорогая, ты могла бы купить мне нож своему мужу за 20 тысяч, мой желанный нож? Спрашиваю у нее. Она говорит: нет. Почему так категорично нет? Почему, говорю? Дорого, говорит. Но это тот самый мой желанный, это экшен. Супер нож. Да, действительно хороший нож. Она говорит: я сказала дорого, значит не буду. Ну а если этот нож непобедимый, или этот нож никогда не стареет, всегда новый, пожизненной гарантии, говорю. Она говорит, промолчала, сидит. То есть как пожизненный? Дурак, что ли? Нет. Правильно говорит. Пожизненная гарантия. Если сломается, сделают. Если затупится, наточат. Почему? Новый всегда. Не согласна? Думаю, дурак, что не покупает. Говорит, бесплатно работаешь, говорит. Хорошие условия на самом деле. Ладно, разговорился, засиделся. Не знаю, когда будет эфир. Так, год начался. Хороший был 18-й год. Да, хороший был. Ну, были падения и взлеты. Ну, все запланированные. Ну, по себе, чисто по себе судить. Год хороший был.
Вот. Как-то первое место занял. Вот. Результат, значит, неплохой. Неплохие изделия. Вот. Ну, будем в этом году еще дальше. Вперед. Посмотрим. Здорово, Киргизстан. Вот. Посмотрим. Будем работать потихоньку. Коли кто желает из 98-й и 95-й Х-18 БТЮ, материальчик отправьте. Посмотрим, покую. Тест провожу. После этого переговор скажу, что да как с ним бывает. Но я думаю, предел у каждого металла есть. Но в наших условиях лопнет наверняка. Вы же не будете носить его с собой внутри одежды, правильно? Вот. Рычажные движения, в рычажных условиях попробую. Но вряд ли там замерзший там, я не знаю, лед, замерзший там колесо старое рубить, потом ее от земли выкапывать. По льду он, конечно, пойдет, ну а так рычажные движения, я не знаю, не гарантирую. Если на рычажных движениях она лопнет, это не БТЯ, ребята, это фуфло, рисунок. Да, он будет блестеть, да, он будет всегда в этом блестящем, нержавеющем виде будет. Да, кромка лезвия будет держать чуть дольше. Ну а так, что ого-го, не, вряд ли. Вряд ли. Ну, посмотрим, что там. Так, это БТЯ. Когда закую, тогда и обзорчик сделаю. Посмотрим, насколько он способен. Действительно ли Д2 крутой. Заморский Д2шка. Но у всех на устах, и там, и здесь, германский Д2 лучше, чем чешские. Ну, а-ля тополя уже совсем другой разговор там. Но металлу я достал, так что Серега, жди. Как сделаю, уже посмотрим после тестов, как он будет вести себя. Вот. Ладно, ребята, покупайте билеты, коли хотите ножик на халявочку. После эфира сразу эфира один человек сразу купил. В немалом количестве, надо сказать, и реванш. Вот. И народ потянулся, да, некоторые, но, к сожалению, мало еще. Мало. Вот. Шансов так, что у них много. А я один ножик все равно поставлю. Если народу будет много, парочку, без проблем. Вот. Пишите, звоните. А я пойду поработаю. Окей.